музей, мемориальный музей, посвящен двум выдающимся химикам 20-го столетия – Александру Ермингельдовичу Арбузову и Борису Александровичу. Отец и сын – химики. Первые академики в Татарстане. В этом доме они жили с 1916 года на протяжении 70 лет. Здесь все сохранилось, как при их жизни. О химии ничего не напоминает. У Арбузова-старшего было табу. Дома о работе не говорят, несмотря на то, что все трое детей пошли по его стопам и стали химиками. Когда сюда заходите, если вы не знали, что Арбузов – это химики, возможно, вы можете подумать, что это были музыканты, а может быть художники, потому что и живопись присутствовала в их жизни, они сами рисовали. Александр Гельевич прекрасно играл на скрипке, участвовал в самодеятельном квартете. О химии Александр Арбузов впервые узнал в детстве. Его родители жили в деревне Арбузов-Баран в Спасском уезде. Сейчас это Алексеевский район. Были мелкопоместными дворянами. Недалеко находилось имение великого химика Александра Бутлерова. Семьи дружили. В Казани Александр Арбузов окончил физико-математический факультет Казанского университета. Химфака тогда не было. Несколько лет проработал за границей. В Казань вернулся известным ученым. Он первым в мире начал фосфороорганику так глубоко изучать. И в итоге, когда уже отмечал свое 90-летие, его называли основоположником химии фосфороорганических соединений. Мы с вами можем здесь видеть, например, лекарственные препараты. Пирофос – это первое в мире лекарство, которое начало лечить глаукому и спасать больных от слепоты. Это было не первое созданное им лекарство. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, появилась проблема – острая нехватка лекарств. Тогда Арбузов разрабатывает аспирин и даже сам придумывает дизайн упаковки. Налаживает сотрудничество с химическим заводом братьев Крестовниковых. В 1915 году опытный образец Арбузов показал, его исследовали, и оказалось, что казанский аспирин ничем не уступает аспирину фирмы Байер. И Арбузову было дано поручение организовать в Казани завод, который будет снабжать аспирином всю Российскую империю. Всем химикам известна знаменитая колба Арбузова. Он со студенчества познакомился с приемами стеклодувного искусства, поэтому знал все тонкости и нюансы. Внес в технику лабораторных работ много новшеств. Евгений Григорьев 40 лет проработал на кафедре технологии синтетического каучука КХТИ, которую открыл в 1932 году сын Александра Арбузова Борис. Широкое применение в различных областях человеческой деятельности. От средств борьбы с насекомыми до лекарств. И все это благодаря этой колбе. Более того, благодаря этой колбе была создана третья химия. Химия, элемент органических соединений. Борис Арбузов начал свою научную деятельность под руководством отца. Он изучал фосфороорганические соединения. Первым начал применять физические методы органических соединений. Долгие годы он преподавал в ВУЗе и воспитывал новое поколение химиков. Галина Чмутова училась под руководством Бориса Арбузова. Вспоминает, он знал всех учеников, со всеми общался и интересовался их жизнью. Чувствовал себя ответственным за подготовку молодежи. Обращался к студентам, я это запомнила. Он сказал: как можно дольше стойте у тяги. Это именно выражение его «стойте», то есть занимайтесь экспериментом. Химия была для него бессмертной, возлюбленной, как для Бетховена. Он этому всю жизнь по существу, он ей служил. О любви к науке и ярких этапах жизни наглядно можно узнать в доме-музее академиков Арбузовых. Он войдет в историю теперь как съемочная площадка. В эти дни в музее проходили съемки нескольких сцен нового сериала ТНВ «Кашиките Жирокола». Человек уходит, песня остается. За 2 дня отсняли десятки кадров военного и послевоенного времени. Здесь отлично сохранился антураж тех дней. Основные съемки проходили в кабинете ученого Бориса Арбузова. По фильму это кабинет председателя райкома. Решалась очень сложная история в этом помещении, поскольку пропало зерно. И, конечно, это все было очень в сложное время, в годы войны. Это уже музей Казанской химической школы. Часть экспозиции в каждом зале обязательно связана с академиками Арбузовыми. Вот в этом шкафу в первом ряду можно увидеть аспирин. Здесь все вещества, которые получил Александр Арбузов. А в этом шкафу уже все, что открыл его сын Борис Арбузов. Академики Арбузовы создали и развивали академическую базу химической школы Казани. Именем Александра Арбузова названа улица. Его имя носит Институт органической и физической химии Казанского научного центра. 2 раза в год за выдающиеся заслуги в области химии вручают международную премию ученого. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.